Салем достар халайсыздар, фенольфилеринс халай, давно не виделись. Итак, дамы и господа, давайте сегодня с вами научимся читать новое словосочетание. И какое же словосочетание мы научимся читать? А это будет следующее. Абсолютная ответственность. Как оно звучит по-казахски? Запоминаем. Абсолюттік жауапкершілік. Абсолюттік жауапкершілік. Абсолюттік жауапкершілік. Ну что, погнали разбираться, как же это все прочитать. На самом деле все очень и очень просто. Первое слово от слова «абсолют». Прочитать его вам, думаю, будет очень и очень легко. Затем к нему прибавлено окончание «так». Здесь мы видим палочку с точкой. Палочка с точкой в казахском языке – это мягкая гласная. Но она не настолько мягкая, как гласная буква «и». Да? Вот если сравнить ее между буквой «ы» твердой и буквой «и» мягкой, палочка с точкой – это будет средняя мягкость. «ы», «ы», «ы». Понимаете, вот на легкой полуулыбке кончиком языка упираемся в нижние зубки и стараемся произнести нечто среднее между буквами «ы» и «и». Абсолюттік. Абсолюттік. И по идее, конечно же, ударение должно стоять в конце слова, да? Но мы с вами помним о том, что мы с вами помним? Что палочка с точкой, ровно так же, как и буква «ы» в казахском языке, это буквы, которые очень коротко звучат, а значит, практически не принимают на себя ударение. Можно так сказать? Ну, в общем, я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Разбираем второе слово. Жауапкершілік. Жауапкершілік. Ответственность. Собственно, наверное, вы уже заметили, да? Я его уже при произношении разделила, так скажем, на два слова. Жауап и кершілік. На самом деле так гораздо проще. Тем более, что первоначальное слово, от которого образовано, собственно, слово «ответственность» – это слово «жауап» – «ответ». Да? Жау, жауап. Научились читать первое слово? Едем дальше. Кер, как пишется, так и читается. Букву «е», вот ровно так, как она написана в алфавите, мы и читаем. И ничего не искажаем. Да? Едем дальше. Жауапкер, шілік. Палочку с точкой я вам только что объяснила, как читать. Это мягкая буква в казахском алфавите, но не настолько мягка она, как буква «и». Шілік, шілік. И очень коротко звучит, да? Абсолюттік жауапкершілік. Абсолюттік жауапкершілік. Ну и все, дамы и господа, сегодня вы научились читать еще одно словосочетание по-казахски. Надеюсь, вам очень нравится учиться читать по-казахски. Если да, то обязательно смотрите мои большие видео, потому что на больших текстах учиться читать гораздо и гораздо проще. Ну а с вами была я, ваша Юлия from Казахстан. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.